Каталог гидроминеральных ресурсов Северной Осетии будет создан в республике. Об этом говорили премьер Сергей Такоев и генеральный директор компании АИС БАК Давид Франк. С его помощью республика может выйти на реальную коммерциализацию источников. Гидрогеологи Северной Осетии начнут составлять перечень всех водных ресурсов республики с подробным анализом с 1 сентября. Затем французские инженеры изучат список и выберут источники, которые будут представлять промышленный интерес. По предварительным данным, каталог будет готов в начале будущего года. Тогда же начнутся переговоры с инвесторами. Добавим, компания АИС сотрудничает с крупнейшими концернами, такими как Nestlé, Coca-Cola и Pepsi. Значит, прежде всего, это будут описание, краткое, но достаточно емкое описание каждого источника, каждого ресурса, показать их специфику каждого, достоинство каждого и дать классификацию с точки зрения интереса к ним, с той целью, чтобы каждый инвестор мог увидеть те черты, те качества, которые ему привлекательны. Исламская община готова заплатить 500 тысяч рублей за какую-либо информацию об убийстве заместителя муфтия Северной Осетии имама Расула Гамзатова. Об этом на совместном заседании Совета Духовного управления мусульман заявил муфтий Хаджмурат Гацалов. Собравшимися было предложено организовать общественный контроль за расследованием. В специальную группу войдут и представители спецслужб. На встрече присутствовал и отец убитого Магомед Гамзатов, который в своем выступлении просил не допустить затягивания дела, как это произошло с расследованием убийства заммуфтия Ибрагима Дударова. Стоит отметить, что присутствующие были крайне недовольны отсутствием на собрании представителей правоохранительных органов. Напомним, имам Владикавказской мечети Расул Гамзатов был расстрелян 17 августа двумя неизвестными у подъезда собственного дома. Его предшественник Ибрагим Дударов был также убит неизвестными в декабре 2012 года. В Центральном парке прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню знаний. Праздник для воспитанников детского дома Хурутен организовали работники Североостинского отделения Сбербанка. Каждый год они радуют детей из подшефных детских домов играми, мороженым и прогулками. Ребята постарше катались на аттракционах, самых маленьких гостей развлекали веселые аниматоры. После прогулки детей ждал сладкий стол. За чашкой чая они пожелали друг другу хорошего учебного года. В конце августа мы всегда проводим мероприятия такого характера. Мы вывозим детей либо на природу, либо мы им устраиваем какие-то мероприятия такие развлекательные. Детям это очень нравится. Но то, что детям это нравится, это одно, но это очень нравится нам. Во Владикавказ вернулась Милана Дудиева. 23 августа наша спортсменка одержала победу над американкой Элизабет Филлипс на турнире UFC Fight Night в китайском Макао. На прошедшей пресс-конференции, организованной творческой группой Прогреди, Милана поделилась своим мнением о результате боя, в котором она победила раздельным решением судей. Я, в общем-то, чувствовала физически себя хорошо, и как я работала на дыхалке, потому что у меня до этого были проблемы с дыхалкой, и поэтому я себя чувствовала очень хорошо. Я старалась центр держать, потому что когда я оказывалась за центром, ближе к сетке, то или что-то не получалось, и я сделала такую тактику, выбрала то, что центр будет моим.